Я думаю, что нет такого официального лица в Турции, который не отрицает геноцид армян. Так что, если мы хотим урегулировать отношения между Арменией и Турцией, мы не можем ставить какие-то предусловия по поводу геноцида. Или нужно менять политику и идти не по пути урегулирования отношений с Турцией, а продолжать ту политику, которую проводили, конечно, с очень большими изъянами проводили предыдущие власти. Мы знаем, что нынешняя власть взяла курс на сторону урегулирования отношений с Турцией. И здесь уже, если мы решили, что нужно идти к этой цели, то здесь невозможно просто ставить такие предусловия. И в этой логике встреча Арсена Торосяна с любым министром из Турции, с любым официальным лицом из Турции нужно оценивать как шаг на сторону регулирования отношений, независимо от того, в прошлом, как эти турки себя проявили в разных ситуациях, в том числе и по вопросу геноцида. И в то же время представители своих стран, так что имеют очень сложную систему интересов и предпочтений. Нужно это понимать, нужно это принять, и нужно, чтобы мы, люди, которые живут в Армении, люди, которые решают, куда должны создавать все это с диаспоральными организациями, тем более, что эти организации тоже между собой имеют очень много противоречий. Геноцид армян — это признанный факт в Армении, и не думаю, что есть в Армении кто-нибудь, в том числе в правительстве Армении, кто сомневается в том, что геноцид армян был. Но это не означает, что признание геноцида армян стоит на повестке дня у нашего правительства, и никогда такого не было, чтобы вопрос геноцида армян был повесткой дня для любых правительств Армении во время любого правителя, начиная с Левона Петросяна и заканчивая Николаем Пашиняном. Здесь не надо смешивать просто два вопроса. Первый вопрос — это вопрос урегулирования отношений между Республикой Армения и Турцией, а второй вопрос — это вопрос того, что геноцид армян имел место, и Турция виновна в геноциде. Но это не означает, что Армения должна как-то сделать шаг назад из процесса урегулирования отношений с Турцией. А с геноцидом все понятно. Геноцид армян — это преступление, у которого нет срока годности. И если придет время, что геноцид армян, конкретно происшествие геноцида армян как-нибудь будет, не знаю, проявляться, или воздействие от геноцида будет проявляться на нынешнюю политику, то думаю, что наше правительство сделает свои выводы, и в отношениях между Арменией и Турцией этот вопрос станет каким-то фактором. Но на данный момент вопрос геноцида армян никак не связан с процессом урегулирования, и никак, нигде, с другой стороны, урегулирование не снижает важность и значимость геноцида. Тут сразу возникает вопрос, почему незаконно? Это пропаганда, это нарратив азербайджанской стороны о Зангезурском коридоре, западном Азербайджане, незаконности армянского государства. И Азербайджан как государство не отказывается от этих нарративов. Азербайджан не отказывается от войны. Это армянская сторона, точнее Никол Пашинян пришел к выводу, что в мир, и потом удивляется и обижается в буквальном смысле слова, что другая сторона представляет мир несколько по-другому. Азербайджан имеет право так говорить. Азербайджан победил. И Азербайджан продолжает политику, которая привела его к успеху. Проблема армянской стороны, нарративы, подходы которого раз за разом оказываются неадекватными. Поэтому в поведении Ильхама Алиева я не вижу ничего нового и особенного. Это продолжающаяся устойчивая политика и стратегия. Армения может пропагандировать все, что угодно, равно как и господин Трамп и Соединенные
Соединенные Штаты Америки. Но я повторяюсь, надо понять, у нас нет никакого легитимного права, не то что легитимного, а вообще какого-либо права упрекать Азербайджан в том, что он придерживается терминологии, которую использует. Сам подход, постановку проблемы и вопроса показывает неадекватность и ограниченность армянской стороны. Это проблема Николы Пашиняна, который для себя в очередной раз открыл, что Азербайджан не поменял, не собирается менять свою точку зрения на Западный Азербайджан. Я еще раз повторю, Азербайджан будет продолжать использовать. Азербайджан будет влиять на своих союзников, нейтральных партнеров, чтобы они использовали этот термин. Для Азербайджана это Зангезурский коридор. Надо это понять. Таковы законы информационной войны, таковы законы политики. Не надо задавать вопросы Азербайджану, надо задавать вопросы Николу Пашиняну. Некорректная постановка проблемы, нет смысла искать решение на эту проблему, на этот вопрос. Поймите, Азербайджан, повторюсь, продолжает политику и стратегию четко определенную, артикулированную, и не отходит ни на йоту от нее. Азербайджан продолжает говорить о победе, продолжает говорить о капитуляции армянской стороны, продолжает говорить за Зангезурский коридор и так далее, и будет продолжать. Не существует такой нации, как азербайджанцы. Это выдумка, значит, 1936-37 года, 1900. Нации такой нету. Если говорить про тюркоязычных шиитов и суннитов, которые там основную часть, да, Кызылбаши составляли в Персидской империи и Османской империи, то они опустошили нашу родину, Великую Армению, своими геноцидальными междоусобными войнами притом. Геноцидальными для нашего народа. Язык у них общий, конечно. Достаточно посмотреть интервью, например, между Мустафой Кемалем Ататюрка и на то время главу Персии. Дальше можно сказать, почему вопрос поднялся так называемого Зангезурского коридора. А кто предоставил коридор Турции с Нахичеванию, Персия, Иран. Если бы не было этого коридора, у Турции с Нахичеванию не было никогда границы. Не было в нынешнем состоянии. Обмен территорий здесь не обоснование. По поводу того, что насколько возможны конфликты между Турцией и Азербайджаном, сейчас это фейк. Азербайджан это фейковое государство. Это турецкая марионетка, натовская марионетка под боком России, собственно говоря. натовская база и так далее, что с трибуны, например, ООН говорил Алиев. Где там риторика мира? Мы все должны это понимать, надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Когда была Армения, не было ни Турции, ни Азербайджана, даже в зачатке. Так что, конечно, то, что вы говорите и подразумеваете, я понимаю, это всего-навсего игра. И серьезные между турецкой марионеткой, Азербайджанской республикой и Турцией настоящих противоречий быть не может. Нынешняя республика Азербайджан — это всего-навсего протекторат Турции, часть НАТО, по факту. Так что настоящих они могут это сыграть. Кто-то на кого-то обиделся, кто-то на кого... Конечно, нет. Разве открыли западные границы Армении? Турция открыла, она же заблокировала это в 90-х годах. Открыла? Нет. Арарат убрали. Не уберут никогда из наших сердец. Турция и Азербайджан на нынешней раскладке ситуации — это одно и то же. Все остальное — это межклановые противоречия могут быть. Ну, смотрите, Агаларовы строят Дубай в Баку. Ну, их из Москвы поперли, простите за мой французский, все. Конечно, серьезных противоречий быть не может, потому что Азербайджан крайне зависим от Турции. Крайне всем обязан Турции. Нынешний же диктатор не хочет, чтобы снова арцахский флаг стал не только над Степанакертом, а еще и над Ганджаком Гянджой. Поэтому буду служить Турции. Все же турецкие генералы, инспекторы и все остальные, все чины воевали там от и до. Сирийские террористы привезены через Турцию были туда, которые остались там, в Азербайджане нынешнем. Конечно, у них не может быть серьезных противоречий.